Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, чтобы не потерять мой канал и видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы колокольчик стал серенький, и тогда вы будете получать извещения о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так: его мысли, его чувства и его планы на вас. Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о человеке, который вам нравится, представьте его мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие назовите его по имени, ко мне чувства, мысли и какие планы на меня? Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что нам расскажет песочек про его мысли, чувства и планы. Так, ну что, начнем. У него, сразу скажу, в планах вас покорить. Огромное желание вас покорить. Прям хочется ему, чтобы вы полностью ему принадлежали, подчинялись, считали, что да, вот он ваш мужчина по судьбе, и он ваш самый там важный, главный, путеводная звезда и прочее, прочее. У него какие-то сумасшедшие на это вот мысли, планы, и он постоянно, у него мозг в работе, да, как бы мне это все осуществить, как бы мне эту прекрасную девушку приручить. Он считает, что вы непокорная, он считает, что вы сама себе на уме, и что, знаете, в любой момент вы можете взбрыкнуть, да, и сказать: а ну-ка иди ты, дружочек, подальше, да, и видеть тебя больше не хочу, забудь, как меня зовут. Ой, ему прям, знаете, ему, может, снилось, либо где-то он слышал подобную историю, у него прям мурашки, да, и холодный пот его пробивает, когда он об этом думает. И этот человек очень вами заинтересован. Вы знаете, я не знаю, кто вы, да, но я вижу вот его глазами, что вы какая-то женщина очень особенная, да, у вас какое-то сочетание и нежности, и чувственности, и страсть, и в то же время какой-то детский наивный взгляд. Ваши суждения, они невероятно мудрые, но в то же время в них нет какой-то алчности, какого-то налета, пафоса. Вы понимаете, вы для него просто вот действительно какой-то прекрасный, не знаю, там, хрустальный сосуд, да, чистейшая вода, вы его наполняете, вы его заряжаете. С вами этот мужчина, он как будто бы, ну, перерождается, да, наполняется, молодеет, энергия пополняется. Вот когда вы вместе, он чувствует себя хорошо, спокойно, уравновешенно. И это то самое ощущение, которое помогает ему понять, что да, я мужчина, настоящий мужчина, что я нужен, что я важен, что я, скажем так, в своем теле, да, что меня уважают. То есть вы его, ну, реально вдохновляете на будущее, на то, что вот она моя идеальная, вот она та прекрасная, которая сделает мою жизнь самой лучшей, самой прям прекрасной, достойнейшей, и я с ней буду вот жить душа в душу, и что бы ни случилось, я могу ей и довериться, и попросить ее либо о чем-либо, да, либо она мне не откажет там ни в помощи, ни в поддержке, не будет меня осуждать, не будет меня там, извините, тыкать, да, и грязную обувь кидать. То есть, понимаете, он очень верит в вас и в ваши отношения. Но есть некто за его спиной, который вот ему прям что-то там, вот, понимаете, бьет ему в спину каждый раз. И либо там он с кем-то подвязан, завязан, да, может быть, это его мама, может быть, это его какая-то бывшая, может быть, даже и жена у некоторых отыграется. Однозначно, это женщина. И женщина, вот она в боксерских таких прям перчатках бьет его все время в спину. И он по сравнению с этой женщиной вот такой маленький. Она его держит, причем очень крепко, прям так за бубенцы его сжала тогда и прям держит. И знаете, вот он в зависимых каких-то отношениях, еще раз говорю, это может быть бывшая, может быть жена, может быть его мама. От этой женщины очень зависит. И вот эта женщина вообще испортила у него
желание, да, отбило ему желание на отношения, на счастье. И только встреча с вами полностью его оживила, возвратила, да, вот вы как живая вода, вы его наполнили, вы дали ему понять, что да, существуют действительно настоящие, идеальные, прекрасные девушки, богини, которые могут любого мужчину осчастливить. Вот. И он от вас вот эту женщину скрывает. Либо не договаривает, да, что он там зависим, что его там дергают периодически, что ему там прилетает, причем достаточно жестко. Я не удивлюсь, если эта женщина его там, ну, это унижает, обижает, оскорбляет. То есть она все может делать, она его бьет, понимаете? Ну, здесь я в песке вижу, что она вот энергетически его бьет. Я не удивлюсь, если физически тоже могли такие случаи происходить. И этот человек, он с вами душой отдыхает. Даже когда вы не рядом, вот он смотрит на вашу фотографию, либо он мечтает о вас представляет. Он отдыхает душой, понимаете? Вы его, ну, муза, понимаете, с вами он живет. Он представляет, что да, вот я с ней встречусь, я с ней увижусь. У меня будет шанс просто там пройти рядом, там вдохнуть аромат ее духов. И вот это, именно это дает ему надежду, это дает ему силы на то, чтобы жить, на то, чтобы идти дальше. Понимаете, как ему тяжело? Здесь мужчина раненый, здесь у мужчины тут... Я даже больше скажу, скорее всего, когда вы встретились, он был такой, знаете, вот какой-то скептик, прагматик, мог там какие-то язвительные шутки говорить, колкости, гадости, пакости. То есть такое, знаете, мелкий пакостник я называю. То есть у него что-то такое было. Это была его защитная реакция, которую вот ему эта женщина навязала. Да, он мог там против женщин даже выступать. Но встреча с вами, посмотрев в ваши глаза, почувствовав ваше тепло, почувствовав вашу ласку, у него все внутри перевернулось. Знаете, этот человек, он еще будет в вашей жизни, и он еще будет в ней присутствовать. Он будет пытаться вас как-то в отношения вот к себе туда позвать, пригласить, с вами что-то закрутить, замутить. Но шаги его будут какие-то такие, знаете, ну, он будет как пальчиком сначала трогать, проверять, можно, нельзя, да, потом сделает шажочек, да, потом очень медленно он будет идти в отношения, очень медленно он будет как-то вот проявляться. Иногда вам будет казаться, что он просто дурака валяет, иногда вам будет казаться, что да, я ему вообще даром не нужна. То есть на самом деле мужчина не сможет до конца раскрыться. Если бы у вас была возможность заглянуть в его душу, заглянуть в его сердце, да вы бы просто разрыдались, насколько сильные чувства у этого человека к вам. Но вот испортили этого человека, понимаете, очень сильно вот эта женщина испортила. У кого-то, это не у всех, у кого-то точечно может отыграться, что она могла его и магически подавлять, понимаете, прям в прямом смысле слова. Здесь нужно, конечно, отдельно смотреть, проверять, но я вот так скажу, да, вот некоторые чувствуют, что мужчина как робот какой-то, как вот эта кукла, да, на веревочках, марионетка. Вы можете за ним чувствовать, что вот он так выглядит, так меняется. Ну, вот так бывает, понимаете, так бывает. И не все женщины идеальны, есть и злые женщины, так же, как и мужчины, есть там деспоты и тираны. Вы вот для этого человека вы награда. Вы такая большая золотая медаль, и он понимает, что он не совсем вас достоин. Этот момент есть. Он, конечно, не бессовестный, да, вот совесть в нем играет, и он понимает, что, в принципе, что он вам сейчас даст. И если она прикажет, то он, ну, извините, он сам от себя откажется, да, он себя в рабство продаст, потому что она прикажет, она очень сильно на него влияет. И я вижу, что на ближайшее время она будет еще на него очень сильно влиять. Смотрите. Вот в жизни этого мужчины она слишком большую роль занимает. А вы, вот она, видите, вы насколько меньше, вот вы с ручкой к нему идете, и вот она с такими перчатками его бьет. Видите, какая большая разница. То есть все будет зависеть именно конкретно от этого мужчины. Вам с ней драться? Нет, вы не будете с ней сталкиваться, и драться вы с ней не будете. Это не ваша война. Это его война за его свободу. Понимаете, если он поймет, что у него все-таки пися между ног, да, что нужно все-таки за себя постоять. И если я хочу быть счастливым, я должен побороться за свое счастье, то, конечно, он пойдет, поборется, он получит свою свободу, он любимую женщину сделает своей женой. У него такие планы. Он уже в голове вас представляет своей женой. У вас уже там, я не знаю, огромный дом и детишки у вас, понимаете, бегают по газону. Вот что у него в мечтах. Вы в его мечтах как будто бы его жена.
Вот что происходит. Но при этом он может вообще ничего не говорить, может отмалчиваться, может просто смотреть на вас и вздыхать. Да, вы же чувствуете, что что-то происходит с этим человеком. А все виной его страхи, комплексы. И вот эта женщина, пока я не вижу, что она уходит, но она такая. Она как клещ на самом деле. Но понимаете, любого клеща ведь можно вытащить. Ему нужно захотеть. Вас не просто вот так послали в жизнь этого человека. Вы ему большой соблазн. Вы ему соблазн и награда. И причем награда, которая достанется именно тому, кто проработает эту ситуацию. Да? Вы вот тот, я не знаю, как, чтобы не обидеть, да, никого. Вот как будто бы, знаете, такая огромная отвесная скала. И на скале лежит, я не знаю, молодильное яблочко. Да? И вот этому мужчине, ему нужно взобраться, не побояться, взобраться на эту скалу, победить там, я не знаю, дракона, там, змею какую-нибудь, гиду, там, трехглавую, и получить это наливное яблочко, и вместе с этим яблочком получить новую счастливую жизнь. Если мужчина поймет, что он может, что он герой, что он рыцарь, что он должен, да, за себя побороться, он это сделает. А если мужчина слабенький, ну, извините, девочки, вы тут не виноваты. И да, вы можете потратить время на этого человека, на его там какие-то, может быть, слова, обещания. Но я не вижу, чтобы он сильно тут обещал, потому что он, ну, очень уважительно к вам на самом деле относится. Он не захочет вас обижать. Либо он пропадет, да, вот такой тихой цапой раз и уйдет из вашей жизни, просто уйдет, потеряется и будет всю жизнь о вас думать, страдать и переживать, винить себя за свою слабость. Либо этот человек действительно поборется с вот этой вот медузой Горгоной, да, и ее победит, и уже победителем придет к вам и будет делать вам предложение, будет с вами говорить с позиции мужчины, который готов связать с вами свою жизнь, который об этом мечтает, он будет даже просить вас, понимаете? Вот такой момент. Этот человек, он сложный, и жизнь у него, знаете, сложная. Внешне картинка выглядит совершенно какой-то, вот как будто бы он какой-то простой, безлаберный, да, либо наоборот такой, знаете, жуликоватый, что ли, да, что вот он так о женщинах плохо может отзываться. А на самом деле там раненый малыш внутри сидит, маленький запуганный мальчик, которого, извините, дергают постоянно за причинное место и причиняют ему очень много боли и страданий. Зависим. Это человек зависимый. Так что вот так вот, девочки, человека жалко. Ну а с другой стороны, ну, должен за себя побороться, должен себя отстоять. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.